Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка, 4 класс, 24 урок «Мои достижения». Раздел «Культурное наследие». В цели урока я могу определять жанры текстов, я могу строить высказывания по началу текста, я могу написать краткое изложение с помощью учителя. Упражнение номер 1. Прочитай и подумай. Определи жанр, докажи. Ответь на вопросы. По улице шла молодая женщина с маленькой дочерью. Они спешили. Наперерез медленно шел старый дедушка. Мать сказала: «Видишь, дедушка идет, надо ему уступить дорогу». «Но он очень медленно идет, он вид старенький», — ответила дочка. «Вот пока он пройдет, ты постой и подумай, почему мы не должны переходить дорогу старому дедушке». Девочка задумалась. Дедушка, поравнявшись с ними, поблагодарил и благословил их. Девочка сказала: «Я поняла, какой ответ девочки тебе оказался верным». Я поняла, этот ответ девочки не показался верным, потому что она поняла, почему надо уступать. Объясни свой выбор, как ты понимаешь значение слова наперерез. Наперерез пересекает чей-то путь. Упражнение номер 2. Поработай со словами. Прочитай слова, запиши их, поставь ударение. Поняла, наперерез, идти, дорогой, дорогой друг, обычай, традиция. Упражнение номер 3. Напиши словосочетание. Образец. Казах обычай, казахские обычаи. Село жителей, город улицы. Сельские жители, городские улицы. Интересные традиции, спортивные игры, солнечные дни, культурное наследие, золотые монеты, исторические монументы. Послушай притчу. Определи основной мысль. Старик и дерево. Молодой человек увидел старика, сажающего дерево. Юноша спросил его, сколько нужно лет, чтобы это дерево выросло и принесло плоды. Пожилой человек ответил: дерево это принесет плоды только через 70 лет. Тогда юноша с сожалением сказал: это же так долго ждать. Тот ответил: за всю жизнь я отведал много плодов с деревьев, посаженных для меня с моим дедом. Теперь, в свою очередь, я сажаю деревья для своих детей и внуков. Можно ли сравнить культурное наследие с плодоносящим садом? Почему? Потому что в свое время его дед также позаботился о нем. Почему старик заботится о будущем детей? Народная мудрость гласит: человек без рода, как дерево без корней. Культурное наследие – это накопленный веками опыт предыдущих поколений, в нем опыт и знания предков. Упражнение номер 5. Спеши. Раскрывай скобки. Объясни правописание букв. В мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи Арстанбаб города Туркестан Тарас Утра вошли в список всемирного наследия. Все памятники культуры являются достоянием нашей республики Казахстан. Упражнение номер 6. Подумай, кого и что ты видишь на рисунках. В каждом из них подбери подходящее словосочетание. Объясни свой выбор. Придумай в каждой группе тематическое название. Культурное наследие Казахстана – это духовное наследие. К ним относятся песни, абая, рукописи Алтынсарина, народные обычаи, казахские гостеприимства, нарядный камзол. Историк архитектурных памятники, мавзолей, Ишибиби, Мазар, Озукатпеш, Баян-Сулу. Музыкальное наследие области Оргтата участвует в Айтысе. Упражнение номер 7. Прочитай и напиши изложение с помощью учителя о языке. У каждого человека есть родной язык. Самый дорогой и любимый – это язык отца и матери, язык предков. Язык, родное слово, согревают нас лаской и теплотой, радуют шуткой, рассказывают сказки, открывают перед нами страницы бессмертных книг. Язык – культурное наследие народа. Каждый должен знать и изучать свой родной язык. Родной язык самый дорогой и любимый для матери и отца предков. Родное слово согревает нас лаской и теплом. С помощью него мы можем читать книги. Язык – культурное наследие народа. Каждый человек должен знать и изучать свой родной язык. Упражнение номер 8. Контрольное списывание. Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть Родина, и каждый любит его. Человек любит людей с открытыми, он живет, любит свой народ, любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги. Без Родины, без своего народа человек не может жить.
любить людей, любить народ, любить родной язык, любить песни, любить сказки. Урок окончен. До свидания.